Приветствуем вас, дорогие наши любители кино! В 7-м выпуске Муви мы посвятим все свое время предстоящим апрельским премьерам и фильмам долгожданной весны, а также разыграем очередную порцию билетов в кино. Начнем традиционно с самых последних новостей. Поехали! Рафаэль, Леонардо, Микеланджело и Донателло возвращаются в новом тизере «Черепашек-ниндзя 2». Во второй части новой версии черепашек главные герои столкнутся со своим старым врагом Шреддером. Согласно синопсису картины, этот обаятельный ниндзя-убийца намерен раздавить мутировавших животных раз и навсегда, раз уж в первой части фильма у него ничего не вышло. Для своей мести он из своих подопечных создаст таких же мутантов, носорога и кабана, как вы догадались, Бипопа и Рокстеди. О да, эти очаровательные твердолобы с низким уровнем IQ, но с высоким уровнем обаяния предстанут перед нами во всей своей красе. Моди, тебе идет! А ты шутник, да? Это добавляет большой жирный плюс ко второй части фильма. И не менее приятный бонус: в Нью-Йорке откроется портал в другое измерение, из которого появятся техногенные твари во главе с Крэнгом, существом, внешне напоминающим мозг. Кадры в трейлере о пришествии Крэнга напоминают какие-то марвеловские суперменские зачатки, фильм «Пиксели» или даже «Флэша». Только к чему бы это? Ну да бог с ними, главное это черепашки. После первой части некоторые зрители плевались от вида черепах. Мол, они слишком крупные, двухметровые, детские по образу мышления, но при этом довольно страшные по внешнему виду. Но во второй части черепахи стали более зелеными, что ли, лучше прорисованными и стали реально смахивать на тех обаятельных черепах из мультфильмов 90-х. В сиквеле про черепашек-ниндзя зрителей ждет масса взрывов, драк, стрельбищ и эффектных экшн-сцен на слоу-моушен, где носорог пуляет ядрами из танка прямо в зеленых мутантов. Это реально круто, ребята. В первой части было-то всего 2 драки с Шреддером, чей костюм мне напомнил симбиоз Оптимуса Прайма и Дарта Вейдера. Видимо, продюсер Майкл Бэй решил добавить пасхалки к прошлой своей франшизе про трансформеров. Шреддера одели в сверкающий цельнометаллический кибердоспех, стреляющий огромными ножами, но не дать не взять росомаха, отрастившая коготочки. В трейлере второй части черепашек Шреддер все с теми же когтями и вообще без своей традиционной маски. Надеемся, что он так не пробегает весь фильм. Майкл Бэй удивил еще и тем, что вернул Меган Фокс и во вторую часть франшизы, хотя все думали, что такого не случится, поскольку в первой части она их всех откровенно разочаровала. Но, как видите, Майкл Бэй считает иначе. И он возвращает ее с теми же темными волосами вместо классических рыжих ирландских завитушек Эйприл и добавил еще больше перчинки. Если в первой части большая часть мужского населения давилась слюной при виде ее 5-й точки, чем она, собственно, и запомнила за весь фильм, на этот раз она предстанет с голеньким животиком и в образе какой-то японской школьницы-второгодки. Возрадуйтесь, фанаты Меган, и хотя лавина критики сошла на ее бедную головку после первого фильма, когда актрису обвинили в безэмоциональности, которой могла бы позавидовать сама Кристен Стюарт из ненавистных всеми «Сумерек», актриса послала всех критиков на 3 буквы в прямом смысле слова. Ведь, по ее словам, она была фанаткой черепашек-ниндзя и с детства мечтала сняться в роли Эйприл. Потому Майкл Бэй, так лихо пнувший ее из «Трансформеров», пригласил ее на роль журналистки. А еще в фильме появится Кейси Джонс в хоккейной маске и с клюшкой. И, судя по всему, он будет крутить роман с Эйприл, что не понравится Микеланджело. Минуточку. Кейси сыграет Стивен Аммел. Это стало известно еще год назад. Канадский актер особо российскому зрителю неизвестен, поскольку фильмография у него довольно скудная. А вот в сериалах он снимается постоянно, например, в «Стреле». Увидим, как он вживется в образ друга Рафаэля, ведь согласно мультфильмам и комиксам Рафаэль и Кейси объединяло мнение об истреблении воров и преступников. Ну, прям фанаты Бэтмена какие-то. В целом должен получиться неплохой фильм-аттракцион с большой потенциальной аудиторией. Потенциально это я подразумеваю, конечно, преданных фанатов и подростков. Да, в первой части фильма был очень слабый и предсказуемый сюжет, маразматичный злодейский план и недостаточное количество экшена. Ну давайте оставим критику, ведь черепашки-ниндзя никогда не были серьезной драмой. Разве можно рептилий, пожирающих пиццу и махающих кинжалами Саи, воспринимать всерьез? Фильм для подростков, и этим все сказано. Причем, судя по трейлеру, гораздо эффектный и крутой, чем первая ее часть. По крайней мере, в это искренне хочется верить. Премьера блокбастера в России состоится 2 июня. Кто вы такие? Супергерои? 4 братьев, которые ненавидят хулиганов.
И защищают город. Ах, апрель, мерзопакостная слякоть, активизация разнообразных животных на улицах и в домах, и речь сейчас не только о котах нашей многообразной страны. Одним словом, весна. Или нет? Насчет того, что не касается кино, ничего не скажем, но вот очередной выпуск анонсов уже подвезли. Извольте. И раз уж речь пошла о животных, то первыми на очереди будут Дисней. Реинтерпретация классической сказки про Белоснежку и 7 гномов, выпущенная в 2012 году, получила продолжение, которое выйдет в этом месяце. Тут стоит сделать ремарку. Многие зрители задавались вопросом, почему в противостоянии от Marvel нету Тора? Вот он ответ. Белоснежка и Охотник 2. Честно признаться, мы как-то и не ожидали, что на экраны выйдет сие продолжение, но получите, распишитесь. На сей раз свергнутая, но не сломленная королева позвала свою сестру, которая холодна, как сердце твоей бывшей, и умеет превращать в сосульки все, что под руку попадется, для того, чтобы захватить землю. Грядет битва, а участие в ней примут все те же гномы, да удалой охотник с бородой. Фильм избавился от бревна первой части, но остался верен мрачной атмосфере. Нас ждет море экшена и тонны компьютерной графики, которые станут усладой для глаз любителей киноаттракционов. А увидеть сказ об удалом охотнике с бородой и топором мы сможем 14 апреля. Перефразируя слова одного известного Валерия, любите девушки простых романтиков, отважных летчиков и Данилу Козловского. Как так получается, никто не знает, но Данила выходит в этом месяце в кинотеатрах целых 2 раза в 2 разных фильмах. И если в первом ему досталась роль весьма харизматичного злодея, то во втором секс-символ российского кинематографа исполнит роль отважного летчика Алексея Гущина. Речь, конечно же, идет о новой картине автора «Легенды номер 17» Николая Лебедева под названием «Экипаж». Вообще, создатели самой ожидаемой премьеры сезона получили одобрение и напутственный пендель от самого режиссера оригинального «Экипажа» 1979 года Александра Митты. Вспоминая прошлое, отметим, что легендарное полотно от Метров восприняли крайне тепло и, естественно, возвели в культ. Конечно, технические огрехи и ляпы, прибивать гвоздями обшивку самолета, несущегося на реактивной скорости, например, сейчас убавляют очков первому советскому фильму-катастрофе. Но все эти придирки прощаются ввиду того, что само по себе кино снято качественно и сделано на века. «Экипаж» создан на киностудии «Мосфильм», СССР. Грядущая же реинтерпретация смотрится достойно на фоне первоисточника. Разыгрываемая на экране драма неплохо отыграна уже названным выше лицедеем по имени Данила и Владимиром Машковым, который исполнил роль командира экипажа Леонида Зинченко. Поддерживать, а заодно и подпинывать гордых летчиков будет Агна Грудиты, сыгравшая второго пилота Александру. Но не драмой единой. Вообще по жанровой принадлежности «Экипаж» относит себя к фильму «Катастрофе». Сравнить его можно с «Метро» 2012-го, который, ко всеобщему удивлению, получился хорошо и задал определенную планку для киноделов. Не сказать, чтобы ее соблюдали, но кое-какие каноны жанра заложены. И есть надежда, что создатели нашумевшей «Легенды номер 17» Тебе не больно, Харламов? смогли снять достойный и качественный российский фильм. А случается такое нечасто. Как говорится, поживем увидим. Увидим, кстати, 21 апреля. Скажите, а кормить будут? Любите природу, мать вашу, ибо фильмы и мультфильмы о братьях наших меньших заполонили кинотеатры с начала этого года и в какой-то степени собирают неплохую кассу. Модная тенденция добралась и до отечественных кинопроизводителей. «Волки и овцы» — безумное превращение от создателей «Снежной королевы» студии Viz Art собирается стартовать сразу на нескольких континентах. Действительно масштабный проект от дебютантов Максима Волкова и Андрея Галата расскажет историю о волке по имени Серый, который, приняв на грудь какое-то зелье, оказался на утро бараном. И, как это часто бывает в таких случаях, у героя есть ограниченное количество времени и чрезмерное количество проблем. И хорошо, что подобная фабула имеет место быть в семейной анимации, а не в другом жанре, а то бы получился мальчишник в Вегасе про животных. Хотя у нас такой уже есть.
Мультфильм подкупает качественной картинкой с первых кадров. Хочется сравнить его с недавним «Зверополисом». До того хорошо получилось. С поправкой на то, что делала его российская студия. Озвучил весь этот зверинец целый ансамбль актеров первой величины. Сергей Безруков, Елизавета Боярская, Юрий Гальцев, Андрей Рожков и еще с десяток известных имен. В англоязычной версии Серого будет озвучивать Том Фелтон, известный всем ролью Драко Малфоя. Выстрелит ли проект за бугром – вопрос, но в России его должен. А если вы так не считаете и не хотите поддерживать отечественного производителя, мы вам билетов не дадим. Каков твой положительный ответ? И, наконец, переходим к итогам нашей прошлой викторины. Как вы помните, мы представили вам 3 кадра из мультфильмов, в которых вам необходимо было найти что-то общее. Правильный ответ – это код анимации А113. Таинственная комбинация А113 появляется в каждом мультике от студии Pixar, Disney, да и других студий уже в течение многих-многих лет. Что же это все-таки значит? А113 – это номер аудитории в Калифорнийском институте искусств. В ней проходили занятия первокурсников по специальности графический дизайн и анимация. В ней учились Джон Лассетер, Брэд Бэрд, Пит Доктор и Эндрю Стэнтон. Многие из них стали ведущими аниматорами Pixar, Disney и других студий. Так, незаметно вставляя номер А113 в мультфильмы, аниматоры отдают честь своим учителям, коллегам и своему общему делу – любви к мультипликации. А победителем данной викторины согласно рандому стал Андрей Новак, который самым первым прислал правильный ответ. Мы его поздравляем и просим связаться с нами в ближайшее время, чтобы сходить на любой апрельский фильм. Очередная наша викторина будет посвящена тем, у кого самый зоркий глаз. В эпизоде про фильм «Экипаж» мы спрятали пасхалку. Найдите ее, и будет вам награда. 2 билета на любой апрельский фильм. Подсказка: данная пасхалка связана с Майклом Бэем.